Всем привет! Меня зовут Владислав Третьяков, и вы на канале Северный Патрик. В предыдущей серии мы делали вот такие браслеты. Мы сейчас едем на охоту в тайгу. Отсюда где-то 8 километров бездорожья. Сейчас посмотрите, в каком состоянии наша дорога. И давайте будем испытывать вот эти цепи. Для этого нам надо шуруповерт. У меня 8 цепей, и я решил по 4 надеть на передние колеса. Почему на передние? Потому что на задних я боюсь, что мы не сможем одеть, потому что у меня колеса широкие стоят, диски штатные, вылета нету, у меня трет колеса, трут на амортизаторе вот сзади. Поэтому если я вот это одену, она будет еще сильнее шоркать. Я думаю, если перед потянет, машина должна поехать. Поэтому мы оденем по 4 цепи на передние колеса. Чтобы их одеть, нам нужен гайковерт или любой ключ. У нас это на 13. Вот таким образом. Вот сюда, сюда, сюда и сюда. Вот таким образом одеваются браслетики. Так, одну одели. Вот так мы закрепили. По ссылке ниже можете посмотреть, как я их делал. Повторяю, что у меня нет грязевых колес, поэтому приходится ездить на обычной резине, без МТшек. И поэтому я решил сделать вот такие браслеты. Помогут они мне или нет, мы сейчас с вами посмотрим. На испытание должны испытать вот эти соединения слабенькие, вот этот лист тоненький. Ну, посмотрим, испытания покажут. Дорога предстоит тяжелая. Периодически будем смотреть, есть ли цепи на месте или нет. Все, едем. Впереди у нас первая лужа. Вообще без пробуксовки. Зад у нас гуляет, а перед едет хорошо. Так. Если вы давно хотели приобрести настоящий якутский нож, изготовленный в Якутии, можете заказать вот такой нож от Дмитрия. Контакты будут в описании. Звоните, пишите в любое время. Вот такая дорога, наполовину зима, наполовину весна. К счастью, вот такие большие лужи, пока под ними лед, поэтому беспрепятственно, надеюсь, мы доедем на УАЗике, на Патрике. А когда вот днище все растает, уже бесполезно, даже трактором бесполезно будет ехать. Потому что в этом году воды очень-очень много.
Справа один браслет уже потеряли. Вот второй тоже болтается. Сейчас покажу причину. А причина вот она. Плохой шов. А нет. Короче, вот тут острые углы. Она тут разрезалась. Походу. Хоть мы и потеряли два браслета справа, слева у нас все хорошо. Машина едет пока. Вот мягкую грязь проходим на ура. У меня, напомню, спереди и сзади стоят самоблоки лесоход. У меня гребут все 4 колеса с помощью их. И на крайний случай у меня есть лебедка. Поэтому я не боюсь и еду все прямо. Хантер, который приедет на эвакуацию. Так что мы ничего не боимся. Глаза боятся, УАЗ едет. Сели в колею, ледяная колея. Вот такая льдина, колея. И там тоже вот такая же льдина, колея. О, фак! Вперед у нас выйти не получилось. Колея очень глубокая. Попробовали в бок. Мы вышли с той колеи. И тут у нас еще есть колея. Поэтому будем тянуть вот до левого берега.
Не, меха вере. Он бытен массы не на туда мир. Muusydyneen eteen asuk. Вот мы и приехали на нашу базу. Будем охотиться. Так, доехали. Наконец-то. Слева потеряли один браслет. Справа остался только один. Итог цепи, оказывается, очень нужная вещь. Очень сильно помогают. Но то, что я сделал, очень хлипкая конструкция. Главная ошибка — это сзади, где я вот сделал прорезь, одел, зашил. Не надо было так делать. Надо было вот такую катанку тоже как скобу сделать и туда зашить. И тогда они бы не порвались. Всем спасибо, всем пока.